Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен сіздерді мынау келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Енді тәуелсіздігіміз жоқ, бірақ тәуелсіздік күніміз бар. Бұл 16 желтоқсан 1986 жылы қазақтар ең бірінші совет өкіметі кезінде мынау Кремльге қарсы шыққан халықпыз. 2011 жылы мынау Жаңаөзенде тағы шықты. Біздің бауырларымыз, нефтяниктер, онда ат тастады халықты. Тәуелсіздік үшін өзінің байлығымыз өзімізде қалсын деп не. 2022 жылы қазақтар шықты. Онда да халықтың бәрін қырды, түрмеге тықты, қинады. Путиннің жағы, Ресейдің жағы бас кесерлерін шақырып. Енді мен сіздерге не қылатын 34 жылдан бері тәуелсіздік күніміз бар. Тәуелсіздігіміз жоқ. Осы рет немнемен мен Тоқаевқа үндеу жасайын демем орыс тілінде. Господин Тоқаев, народ вас просит уйти добровольно с поста. Если Назарбаев за 30 лет превратил Казахстан хорошо отлаженную коррупционную бандитскую машину в кормушку России и Узбекистана, в колонию России, то вы превратили Казахстан в губернию России. Мы уже губернии практически. Города целые принадлежат России, полигоны принадлежат России. Все вот этот бизнес принадлежит, все ключевые места везде понатыканы россиянами. ЧВК «Вагнер» под предлогом там, сейчас ВНЖ взяли 30% на ЧВК «Вагнер» у нас сейчас находится в государстве. Мы просим вас уйти. В 2019 году никто вас не избирал. Всем это известно, мировому сообществу известно, народу Казахстана тем более известно. Назарбаев вас назначил, чтобы вы охраняли его тело, его поганую продажную задницу до его, так сказать, могильных мучений, чтобы он в этом мире не понес никакого наказания. Вы, так сказать, назначили вас Путин, Назарбаев. Вы являетесь завхозом Назарбаева, по моему мнению. Теперь вы не только, так сказать, вы даже не держите свое слово, обманываете свой народ, обещали реформы, никаких реформ нет. Вам не стыдно? Вам, президент страны, вам не стыдно перед народами? Сколько вы говорите? 20 миллионов у нас. Вот 20 миллионов населения, вам не стыдно вот обманывать? Никаких реформ нет. Все распродали, раздали. Россия правит нам. ArcelorMittal взрывали. Неизвестно кто, как уже передали России, взрывы перестали. Атом отдали России. Деньги положил какой-то Клебанов. Тогда кто мы, казахи, у себя в Казахстане? Казахстаном правят узбеки, корейцы, евреи, другие международные проходимцы. Через вас они нас подавляют, уничтожают нас, как народ. Самых сильных сажают в тюрьмы. Самые элита казахского народа сейчас в тюрьмах сидят. Я не буду говорить их имена, всем известно. Марат Зуламбаев один чего стоит, журналист это. За что их посадили? То, что они хотели своему народу, государству независимость, процветание. Вы превратили Казахстан в губернию России. Если Назарбаев превратил Казахстан в колонию, вы превратили в губернию России. И это весь мир знает. У вас руки по локоть крови не только казахского народа, которого около 300 человек было убито, если не больше, замучено, запытано при помощи России. Как вы здороваетесь, вы радуетесь, летаете на самолете, что президенты других стран здороваются с вами. Я уверен, они брезгуют вас. Кто будет уважать президента той страны, который, приглашая зарубежных военных, уничтожать будет свой народ, при этом разбазаривает? Путин прилюдно вас унижает.
коверкая ваше имя, за человека не считает, извините за выражение. Даже женщина легкого поведения дала в отпор. А вы, как будто ничего не было, присмыкаетесь, это нам тоже обидно. Вы никак, вот президент Казахстана считаетесь во всем мире. Повторяюсь, у вас руки по локоть, не только украинского народа. Вы подельник Путина. Вы помогаете убивать его миллионы граждан, ни в чем не повинных украинских стариков, детей и женщин. За что? За то, что они достойный народ. Никогда они казахскую историю не скрывали, не уничтожали, как россияне, как Кремль. Они мечети не запрещают строить в своих городах. Вы думаете, народ не знает? Это двуличие, это самый большой грех. В связи с этим уйдите сами из поста. Это просьба, сделайте исторический момент. Хорошее для государства будущее. Хоть что-то хорошее будет помнить народ о вас. Теперь я обращаюсь к генеральному прокурору Республики Казахстан, министру внутренних дел, министру обороны, председателю Комитета национальной безопасности. Вы остановите, вы же казахи же. В исторический момент. Вы какие-то, может быть, у вас от силы 300-400 миллионов долларов есть у каждого на коррупционных деньгах. Это никто даже не сомневается в этом, что у вас есть большие деньги, миллионы долларов. И за какие-то копейки вы подвергаете Казахстан уничтожению. Казахстан как государство нету сейчас. Мы только на бумаге, мы колония России. Губернии России, городами они нашими владеют, полигонами владеют. Они приказывают Токаеву, чтобы он приказал вам с кем и как, кого посадить, кого там убить. Остановите его, пожалуйста. Казахстан дорогой. Намыстарың болу керек қой, мына келешек қазақ тек қана бізге керек емес қой. Бізде 20 жылдан бері жақсы тұратын мамдық бар еді, үндемесек. Тұрбатын ғой 20 жылдың бәрі бізде ойранға кетті. Семья жоқ, туысқандардың бәрін қорқытса, соның өзінде де біз не алмадыңыз, сіздер енді қолдарыңызда күш бар ғой. У вас есть силы, рычаги. У вас есть возможность поговорить с Токаевым. Вы на расстоянии протянутой руки. Те, кто хочет к нему в спальню, у вас под контролем. Те, кто хочет к нему в столовую, руководить под контролем. Те, кто вводит его в автомашину, все у вас под контролем. Неужели вы не можете поговорить, если сами не напрямую, через них, чтобы они словесно передали, попытались убедить его, что Казахстан уже не существует только на бумаге? Уйдите, пожалуйста, с поста, сделайте хорошее народу. Это исторический момент. Неужели у вас такого не хватит мужества? Для чего вы тогда? Рано не все, не без греха. Но сделайте подарок Казахстану, казахскому народу, своим детям, внукам, будущему Казахстану. Поговорите с ним. Казахстан это не какой-нибудь гей-клуб, что правили там раскрашенные, малеванные, что это миллионы граждан населения, которые нищие, голодают, жилья нет, вынуждены совершать преступления. Это все преступления по вине чиновников Казахстана. Все межнациональные столкновения, все это идет, мы к нулю идем. Придите себя, поговорите, примите на себя хоть один решение. Что это жизнь? Все равно мы когда-нибудь умрем. И вы умрете. Но оставьте после себя след. Вот, генеральный прокурор, председатель КМБ, вот такой-то был, он уговорил его уйти. И вот мы сейчас более-менее вернули свои природные богатства, вернули вот это себе настоящую независимость, вернули, мы сейчас достойно живем, как другие государства. Вот не сіздерге. Намыстарың бар ма? Намыстарын көтерсеңдерші енді. Қазақ халық жоқ болып барады, мемлекет жоқ уже. Тек қана қағазда. Тағы да бір рет құттықтаймын қазақ халық сіздерді. Мына егемендік күніменен егемендіктің аламыз деп үмітімізді үзбейік. Үндемеуге де болмайды. Халық боп, ел боп,
мынау оралмандарды не үшін жек көрді? Оралар өте үйімшіл. Сонда үйімшіл болайық. Алла қаласа, мынау 2025 жылы егемендікке Алла тағала нәсіп етсін. Әумин.